Так, ребята, приехал сегодня к нам вот такой вот визелек в работу. Проблема с выжимным механизмом. В общем-то, загоняли его в другой автоцентр. Автоцентр, который ремонтом занимается автомобилей. Но ребята взялись не за ту машину маленько. Это роботизированная Honda. И с ней надо уметь работать. Вот, в общем-то, поставили они ему китайский выжимной. Ну, не знаю, по просьбе клиента, или как это все получилось, или сами, не знаю вообще из предыстории. Но прикол таков, что ничего не получилось у них, машина бежит, потекла. И в принципе клиент позвонил, говорит, есть у вас оригинальное сцепление? Нет, я говорю, у нас все есть, оригинальное сцепление, оригинальный подшипник, все готово к работе, все обслужено. В общем, собрали они тачку кое-как. Я не знаю, собирали на скоряках или что. Фишки все пообломаны. Здесь вот. Смотрите, как они ее дербанили, просто жесть. Это просто ужас какой-то. Ребята, если вы не умеете это делать, не беритесь, пожалуйста. Вот тут вот фиксатор сломанный. Там должен был желтый фиксатор быть. Здесь тоже сломано. Крышки отсутствуют. Где крышка, непонятно вообще. Надо крышку будет сращивать. Потом что еще? Ну там, это я еще пока сверху все смотрю. Я еще не знаю, что там снизу творится. Ну, по ходовой я подсниму. Вот. Скорее всего, все будет обломано. Фишки кое-какие. Вот здесь тоже фиксатор сломанный. По факту уже все, она крепиться нормально не будет, держаться нормально не будет. Как вандалы работали конкретно, прям вообще. Все ломали. Хотя здесь все аккуратно должно отстегиваться, все отщелкиваться. Все вообще делается на ура. У Honda защелки нормальные. Вон там он защелку отломали. Сейчас покажу. Вон, фиксатор сломанный. На этом втором фишке фиксатор целый. Здесь фиксатор сломанный. Короче, мы ее соберем, конечно. Как все поедет, мы не знаем. Как это все потом будет ездить. И вообще, как бы, будет ли оно держаться. Все защелки эти, это очень важно. Потому что машина все время ездит, от вибрации может что-то отщелкнуться потом в дальнейшем. И робот не заработает. Болтов кое-где не хватает. Сверху, допустим, на этом воздуховоде был только один болт закрученный. Вот здесь не было. Потеряли, видать. Короче, вот самое плохое и неблагодарное дело — это переделывать работу после кого-то. И всем хондоводам, которые пытаются сэкономить бабки, пытаются поехать в другой сервис, где дешевле делают, ну и все такое. Зачем вы это делаете, скажите мне, пожалуйста. Мы уже занимаемся Хондами 3 года. Мы здесь каждый нюанс знаем, по сути. И вы едете все к новым и к новым, потому что вам обещают нормальные цены. Вот. Ехать надо, наверное, все-таки к тому, у кого уже больше опыта, кто больше занимается этими машинами, знает все нюансы, у кого есть все запчасти на все это дело. У кого из этих автосервисов в городе Якутске есть запчасти на все это дело? Ничего нету. Они даже не знают, что надо конкретно покупать. Поэтому сейчас вот эту вот работу делать после вот этого вот другого автосервиса, сейчас сращивать болты нам тоже не прикольно. Это все дополнительные затраты. И в следующий раз эту машину мы сейчас сделаем за этот ценник, за нормальный. Но в следующий раз, кто приедет к нам с другого автосервиса и вот так вот будет, сделайте мне, пожалуйста, будет цена X2. Вот так вот. Потому что не хотите нормально изначально как бы давать машину за нормальную цену,
Это цена обоснованная полностью. То есть после Нового года цены скакнут, я не знаю, что с материалами будет. Подорожает, еще будет дороже. Может, на этом же ценнике останемся, непонятно. Но в эти 60 тысяч рублей входит не только работа. Туда входят расходные материалы. В коробку роботизированную масло заливается свежее тормозная жидкость. Идут смазки, герметик используется. Это все стоит денег. Сальники используются. Это все стоит денег. Расходные материалы мы туда включили, они учитываются. Поэтому зачем вы пытаетесь сэкономить, я не понимаю. Вы хотите, чтобы я вам сделал дешевле, этим самым с моего кармана выдернуть какие-то копейки там, ну, не дать мне, грубо говоря, заработать, хотя 3 года опыта, которые я с этими хондами закладываю, просто вы это не цените нифига. То, что вот это вот построено практически все под хонды, все сделано подъемники и все остальное, все сделал чисто под хонды, чтобы можно было делать роботы нормально, качественно, из нормальных материалов, нормальными инструментами. Заложено много бабла в это дело. Поэтому, ну, как бы, немного накипело. Сказал вам то, что сказал, как бы, что не нужно ехать в другой сервис, который это не знает. Не надо отдавать машину тому, нежели кому за 10 тысяч, за 20 тысяч рублей. Вот, надо делать нормально все. Только тогда поедут эти машины. Как бы так. Ну а по запчастям что могу сказать? На запчасти контрактные никто гарантии не дает. Хоть вы убейтесь, но ни во Владике, ни в каком другой разборке никто не дает на запчасти гарантии. Это все бэушка. Сколько она отходит, я не знаю. Но я только одно знаю, что если не поставишь оригинал, эта тачка не поедет. Если она поставится сейчас, если она откалибруется, если она поедет, просто поедет нормально, без пинков, без ничего, значит наша работа качественная, значит мы ее сделали нормально. Вот. Потому что другому здесь не дано, это Honda. Все, ребята, всех как бы поздравляю с наступающим Новым годом. Не занимайтесь ерундой и едьте к нормальным профессионалам, кто сделает вам нормальную тачку. И не убивайте эти автомобили, их надо, за ними надо следить. Вот этот выжимной механизм надо обслуживать каждые, наверное, 50 тысяч смазку. Ну, 80 тысяч хотя бы смазку заложить надо. Если вы будете на сухом подшипнике гонять, вот такая история происходит. Ну, Армен, скажи что-нибудь про эти машины. Вот ты уже полгода со мной, да? Даже больше уже, наверное. Год почти. Почти год. Что скажешь? Надо это, вот ты бы, имея Хонду, поехал бы к обывателям, которые только-только начали заниматься этими машинами? Нет, конечно. Ну, вот результат на лицо. Ты сними, крышки нет у него, все клипсы переломаны. К нам уже приезжали такие, после сервисов особенно. Когда заглядываешь в них, а там, ну, снимать нечего, там все снято уже. То есть фишка на соплях болтается, вообще все просто болтается. Да проводку рвут даже. И рвут ее, и обрывают ее таким образом, что мы потом тут просто с этой машиной по 5 дней ебемся. Да. Ну я просто вот не могу, у меня другого слова нету просто. Ну, да. Тут да. Не подставишь другое слово, потому что 5 дней просто уходит на то, чтобы найти какой-то провод, который оборвали в другом сервисе. Да. И машина не калибруется. И ничего не получается, и все до... Ну, так взять, грубо говоря, все из-за одного проводка. Да, датчики ломают. Датчики ломают. Все ломают, абсолютно все. Все, что... Ну, как бы, если ты не знаешь это, зачем ты туда лезешь вообще? Ну, хотя бы возьми, купи себе эту машину. Я в свое время Хонду брал для этого, чтобы изучить эту тачку. Вот Fit у нас был проектный, я покупал, чтобы изучить эту... Просто вот эту вот историю. Представьте себе, я вложил такие бабки тогда. Просто купил Фита, чтобы просто на нем потренироваться нормально, по-качественному. Первые машины экспериментальные были, которые тоже пошли просто на опыте. Максимка у нас был работник, красавчик вообще. Ну как бы в этом плане он был аккуратненько все делал. Он каждую фишечку все аккуратно снимал. В этом плане было такое. Вот, но как бы, а вот бывает лезут, просто ломают все.
Ну, Не ладно. может, ломает. Понятно, там, допустим, вот такие вот обычные клипсы на пластике сломать. Это ладно еще. Да, Но а когда фишка, ломает которая фишку, отвечает ну, за- это уже бредятина вообще. Конечно. А что ты, вот что сейчас с ней делать? Я не знаю. Вот что Она сейчас с ней уже делать? не влагостойкая, ничего. с ней. Да, Она и воду всё. пропустит, и влагу пропустит, и все пропустит. Так что вот такие Её ребята только- дела. Только колхозить, либо фишку искать. Но нам это на время будет больше. Это время уже. Время и деньги. А время это деньги. Так что вот такие делишки. Поэтому некоторые сервисы правильно делают то, что когда машина приезжает после другого сервиса, они X2 с ним берут. Да, конечно, По X2 идее, надо. это правильно. Потому что после других мастеров лезть в одну и ту же машину, это себе же дороже. Второй совет. Какое отношение к тачкам? Вот посмотрите, вы под капотку привозите. Да, это базара нет, это авария. Аварийный случай, там машина вот такая вот грязная пришла, когда у нее робот уже отрыгнул, да? Ну, это случай. Да. Но бывают случаи, когда машины заезжают на обслуживание, и вот в таком все состоянии вы даже не удосуживаетесь помыть тачку под капотку еешнюю, чтобы завести сюда в сервис. Чтобы вот в чистый сервис, вот это все, чтобы грязь вся здесь была. Мы дышим ей, она на нас сыпется. Местами даже эта грязь не дает фишку где-то снять. То есть это большие как бы трудозатраты. Вот за такое тоже надо дополнительно брать денег больше. Если вы за тачками не умеете ухаживать, пусть бьет вас по карману. Вот так вот. Я так считаю. Все, как бы больше рассказать нечего. Просто поднакипела у нас такая вот история. Вы не уважаете свои машины, не уважаете труд сервисников, как бы. А потом хотите, приезжаете. А что так дорого? Что так дорого? А потому что вот так вот и все. И даже когда заезжает чистая машина, ценник для нее уже завышенный. Почему? Потому что мы не знаем, что там вообще. Вот. Изначально только смотрим, когда машина уже более-менее человек хороший. Если машина нигде не делает, Машина нормальная, да. Человек нормальный, адекватный. Мы уже как-то более-менее смягчаем свои цены, там где-то что-то, да, подэтовываем. Где-то навстречу идем. где-то можно. Да, а когда мы не знаем ни человека, ни машину, как бы лучше сразу, как говорится, завысить до ценник и Да. пускай оно будет так, мало ли какие сюрпризы нас ждут, да? Кто его Всё знает? тоже вот и от людей зависит, и от человеческого отношения, как бы. Все понимаете, должны понимать то, что мы тоже люди, у нас тоже есть как-никакое человеческое отношение. Как к нам относятся, так и мы можем отнести. Конечно. Если человек как-то к нам, что-то нам, допустим, не понравилось в разговоре или как-то, что мы лучше скажем: дружище, мы твою машину делать не будем, связываться не хотим, либо вот тебе ценник конский, все. Да, даже просто вот это слово, когда человек: здравствуйте, а чё, сколько это будет стоить? Да. Уже отталкивает Просто все это сразу. дело, да, просто. Ты не спрашиваешь, сколько это будет стоить, ты бы по идее спросил бы: а как это вы нормально сделаете? Хорошо, Да. что вы будете Что делать? для этого надо? Да, что для этого надо, какие трудозатраты, да. Все, сколько это будет стоить, все. И не важно сколько, что кого. Да. А то, что машина у тебя вот такая, никому как бы не важно. Приехал, свою потребность справил, что лишь бы машину тебе отремонтировали, и все. Заплатил как можно дешевле и уехал. Вот. Вот наше нутро, как говорится. Ну и ладно, что, все, в принципе, мы поехали ремонтировать данного везеля. Я думаю, он сегодня от нас уедет. Я думаю, мы его хоть с такими косяками все равно сделаем. Всяко. Постараемся, по крайней мере. Был уже такой, помнишь? Да. Тоже после какого-то нашего якутского сервиса. Да много было машин после сервисов. Мы балку открутить не могли, я помню. А когда у нас приехала тачка, когда у нас болты просто, Ты помнишь, подрамник мы подрамник мы не могли открутить, у нас закладную вырвало, да. внутри- Она была уже вырванная, прокрученная была. Мы варили тут, сверлили. Сколько мы времени потратили на этот болт? Часов, наверное, 5, если не больше. Это только, думаете, просто чтобы снять подрамник. Мы еще даже до коробки не дошли. Но. Так что вот так вот, ребята. Ладно, что, поехали разбирать ее. Обломана защелка. Вот здесь вот. Вот здесь. Одна.
Вот защелка сломанная. Вообще полностью. Фиксатор сломанный, фиксироваться нормально не будет. На бачках, на актуаторах тоже защелка нет. сломанная. Не хватает, короче, одной крышки вот этой. Нужна крышка. Где она, эта крышка? Болта вот такого одного не хватает. Он крепит у нас воздуховод. Воздушный? Да, но это пока что все, что мы до чего-то пока добрались. Дальше видно будет. Пока только начали разбор. А этот, подожди-ка. Что там еще сломано? Да, эту фишку сломали Здесь тоже. Стопор был? Стопора не хватает, Вот кстати. этот вот, здесь, который сюда вставляется. Да, стопора не хватает, зелененького, тоже сломанный. Ну, это-то, в принципе, целая защелка, но стопора нету. Здесь должен зеленый стопор-фиксатор быть. Короче, как-то так. Это пока сверху. Крышку, короче, мы нашли от бачков актуаторов. Она вон там. Сейчас я ее достану. Они ее не закрутили, они ее прям там положили и закрыли ее сверху прям. Захоронили. Захоронили, ну. Бедолага. Все, нашли мы крышку, короче, отсюда вторую. Ну, слава богу, что крышка нашлась. Вот здесь была аж в нише вот в этой, короче, запихана туда за провод. Защелка сухая, чтобы не ломать, они Открутили. пластину открутили, да, не закрутили. и не закрутили. Вот она болтается. Ну. Да уж. Че тут предстоит много чего. Много интересного. Гофра обломанная вон. Смотри, Вот это, да. обломана гофра высоковольтная. Вот здесь, там еще. Большой не берет. Да ты чё? Серьезно. Рейку, блядь, затянули, походу, против этой. Ну, резьбу, видать, задрали. Я не знаю, как они затягивали, но так нельзя. Там 14-е болты, их нельзя так сильно тянуть. Не откручиваются вообще, да? А большим можешь подлезть? Не. Никак, да? Здесь-то под... А если жабой снять? Походу придется. Пиз- Смешно, но придется. У нас там дроссельная заслонка в усрань. Просто в усрань. Черная. Она даже не ходит, походу. По такому нагару ездить как. Короче, сюда ее тоже отмочим. Че там? Короче, с обоих сторон не законтрено. Вот. Ну, в принципе, зачем контрить? Они знали, что мы будем разбирать. Ну да. Ну и Это- балку они тоже знали, что мы будем разбирать, поэтому и балку они тоже не закрутили. От балку они не закрутили, это, конечно. Это молодцы. Хотя бы срывать не надо будет. Ну да. Молодцы. Ладно, бог с ним. Так. Ну, пока все. Боковая защита, не знаю, стояла или нет. Линки конченые. Тут фишка целая вроде. Ну да. Так, а что у него текло-то? Подтекла у него тормозная жидкость. С китайского. Подшипоса, ага. Выдавил. Ну. Фишку не подключили, вот эту назад тоже не стали подключать. Ну ладно, это тоже. Ну, вроде бы все пока. Что теперь у нас? Вопрос к закладным. Главное, чтобы закладные открутились нормально. Да. Посмотрим сейчас. Будем тестить. Фишечки все слезли как надо. Привода не родные уже стоят. Ребята, хочу еще немножко поговорить о данных роботах. Еще немного, как бы. Прикол такой, что роботы эти уже все отъезжают, свои как бы сцепления потихонечку. Пробеги уже и 170, и 200, и больше 200 приезжают уже есть. Ну и вот эта штука, она в принципе на некоторых машинах ходит очень долго, под 200, больше свыше 200 тысяч километров даже
без обслуживания ходит. Вот. Ну а если бы его еще обслуживали, так еще бы дольше ходило, по сути. Если этот подшипник выжимной обслуживать, смазывать его каждый там полтинник, допустим, или там 80 тысяч хотя бы, он, мне кажется, вообще вечно будет бегать. Потому что там выработка шаров от смазки идет. Если смазки нету, шары начинают вырабатываться в эллипсы, и все. А когда шары закусывают, все, в принципе, перегрев получают муфты. В общем, хочу сказать, что происходит на рынке данных цеплений. Во Владике тоже этих автомобилей очень много, поэтому все как бы покупают запчасти к ним, потихонечку прикупают. Сцепления потихонечку кончаются контрактные, там уже всякий хлам. Уже отдельно тоже сцепы уже не купишь, покупаются вместе с коробками. Вот. Коробка потом уже девать некуда, поэтому сцепы и дорогие, что в принципе-то, что сцепление покупаешь по цене с коробкой, что коробку покупаешь по цене вместе сцепления, как бы одинаковая цена практически, потому что самое главное это вот эта деталь. Коробки редко когда выходят из строя, но бывает тоже, случается, что и с коробками проблема. Что хочу сказать мастерам: если вы думаете, что вы просто поставили сцепление иной раз в данную машину и все у вас поехало, все хорошо, не так. Бывает, что тут приколов очень много. И такие бывают машины приезжают после других мастеров, где все пообломано, по неизвестно что там творится. Поэтому как бы какие сюрпризы вас ожидают при калибровках, неизвестно. Вот. А каждая ошибка, она чревата тем, что опять же все разбирается, опять сброс коробки, опять достается сцепление, все проверяется, фишки опять же проверяются. Надо иметь запчасти для этого всего. Если нету базы запчастей, нечего с этими машинами даже работать, я считаю. Нечего за них браться. Заработав какую-то копейку, заработать можно и на других вещах, которые в принципе как бы меньше времени отнимают и меньше геморроя. Вот. Я так считаю, что Хондами занимаются только целенаправленно, узконаправленные специалисты, которые по городам есть. Наша команда Хондари работает по всем городам, в принципе, ну как по всем городам. Множество городов имеется, где мы занимаемся этими тачками. Вот. Тот же самый Хабаровск, где там еще Красноярск, Хабаровск, Чита, все как бы делаем эти машины. И все в принципе неплохие специалисты, то что они с годами как бы уже поднабили руку свою. Вот. Мы уже знаем, опыта много, куда как бы что случается. Но сцепы эти, сразу говорю, конечно, мы за эти сцепления не можем прям 100% говорить, что где-то там что-то поставили и у вас машина будет ходить там по 5 лет, по 10 лет спокойно, там пробеги будет отхаживать большие. Этот узел покупается с Владика, с коробки достается. Ну, в принципе, максимум, что мы делаем, там обслуживаем его, смотрим его техническое состояние, удовлетворительное, все, значит, ставим. Вот. А как он будет шуметь, не шуметь на машине, это уже покажется только при заведенной тачке. Когда машина откалибруется, как оно будет калиброваться, тоже будет видно только на заведенной тачке. И это никак по-другому не делается, никак это не решается. Поэтому рисков очень много. И клиент тоже рискует, когда ставит контрактное сцепление. Да, цены такие дорогие. Сейчас сцепы стоят до 140 тысяч почти что, узлы. Коробки там, ну, можно купить и дешевле, можно и дороже, как бы. Можно. Новое сцепление вот такое стоит 200 с копейкой тысяч, 210, 240 примерно. И там у кого, кто на что гораст. Вот. Были случаи, когда и новое сцепление выходило из строя, не проехав даже десятки. Были такие у нас прецеденты. С чем это связано? Я считаю, что связано это, может быть, не с правильной установкой, но, скорее всего, связано с тем, что либо брак какой-то есть, все-таки, процент брака нового сцепления, либо
можно списать это как бы на то, что клиент сам не умеет ездить на своем автомобиле. Новую цепь ставит и начинает: о, у меня же новое сцепление, дай-ка я ей тапочек в пол дам. Гоняют на этих машинах, гонки устраивают. Тачка, она по сути не для гонок. Вот. Машина это не для того, чтобы буксировать другую машину, опять же. Машина это не для бездорожья, которому он должен ездить. Там в сугробы, там ее загонять нельзя особо. Тачка не любит букс. У нее сразу начинают гореть вот эти вот диски. Здесь, кстати, новое сцепление. Диски восстановленные. То есть мы эту корзину засунули туда новые сцепы. Новые диски абсолютно. Это не контрактная сцепа уже. Это уже восстановленное сцепление, которое в принципе на хороших, на новых дисках. Я имею в виду только касаемо корзины. В подшипник мы не лазили. Подшипник здесь стоит оригинальный. Как с контрактной коробки его снято, так и снято. То есть подшипнику нареканий вообще ноль. Ну и корзину мы собрали все аккуратненько. По заводскому практически. Все надежно, все очень крепко сделано. С различными защитами. Поэтому как-то так, ребята. Ну вот сейчас соберем сегодня этот визелечек. Армен он все откручивает. Посмотрим, что дальше будет, в общем. Ну все, ребята, оставайтесь с нами. Гибрид-центр Якутск. Подписывайтесь на нас. В конце работы покажу работу свою, как что поедет машина. На сальнике даем гарантию неделю. Через неделю, через где-то примерно надо, чтобы машина приехала на осмотр. Проверяем разрез коробки. Если оттуда ничего не потекло за неделю, значит мы работу выполнили качественно. К сальникам, конечно, претензии бывают. Даже оригинальные сальники ставишь, бывает, бегут. Бывает такое. Процент брака тоже есть. А это, извините меня, не на шутку, опять же съем коробки. Опять все разбирается. Ну, если за 8 дней ничего не потекло, значит нормально. Если все-таки потечет какой-то сальник, мы переделаем работу бесплатно. Вот такое у нас гарантийное обязательство имеется одно. На сцепление мы гарантии не даем никаких. На сальники мы даем гарантии. Потому что все-таки сальники свои ставлю. Опять же, если вы приедете со своими сальниками, гарантий не будет никаких. Со своими маслами, со своими запчастями гарантии ноль. Вообще. Мы делаем свою работу. Здесь бы тоже похавали, да? Да. Крошка. Вон резьба схаванная. Витка нету. Как бы все на них тоже гнать не будем. Может это и Не, было. конечно, может быть и такое. Резьба может. Ну вот как бы. Не. Балка это факт не. Вопрос только к роботу. То, что фишки пообломали. Вот это да. Это плохо, очень плохо. Все остальное, приезжают машины уже такие. И до них приезжали куча тачек, которые уже с резьбами, уже сорванными. Там. Это ничего, это нормально. Потому что ходовку делают, привода меняют, шаровые меняются, все это делается. Вот. Но то, что фишки пообломали, это, конечно, жесть. Давай, сливаем масло. Будем смотреть, что там залито вообще. Есть ли там масло вообще в этой коробке. Масло есть. Что-то есть, да. Свежее залито, что ли? Меняли, походу. Да. Как будто бы меняли. Но мы всегда сливаем масло после других сервисов, потому что неизведано, что там вообще может быть. Когда делали? Давно делали? Ну вот же приехала только машина. Мы походу не меняли. Не меняли? Или сеточку просто не почистили, не знаю. Ну стружка вот имеется.
Вон, Ага, подсвечивает. здесь есть, Вот, да. немного. Ну, либо просто не почистили, поменяли. Лишь бы коробка все в порядке была. Тоже такой себе сюрприз. Ставишь сцепление, а потом что-то может не калиброваться или еще что-то. То есть коробка тоже может быть страдает. И мы никогда как бы не знаем, что там внутри коробки. Шестерни целые, не целые, планетарка. У нас один раз было, мы 2-3 раза сцепление туда-сюда, не калибруется хоть ты. В итоге было в коробке проблема, но. Вот, короче, много чего бывает, приколов с этой тачкой. Коробочку. Смотрим, тут какая-то опилка металлическая. Непонятно, что за опилка. Везде тормозная жидкость. Ладно, что? А вот это что? Чё? Мне очень интересно. Ух ты! Прикинь? А зачем Вот засверлен? тебе и опилка. Ну да. А зачем сверлили? Смотровые. Вот еще раз. Охуеть. Вот здесь, смотри. Зачем вот эта дырка? Вот это, смотри. Резиночка там, да, валяется? Вообще. Пиздец, блядь. Что с ней делали вообще, непонятно. Жесть. Это что, типа, вентиляция? Обдув. Ну ладно, что. Дальше будем посмотреть. Что, достали китайский подшипник. Что тут у нас стоит? Made in Japan. Honda Corporation. Где? Где, блядь, Made in Japan? Где? Нифига он галимый. Прикинь, что китайцы пишут. Они уже не стремаются даже надписи писать, что это Made in Japan. Прикинь? Джапан такой говяный металл делает? Вот он такой должен быть металл. Вон, Попробуй попробуй его. Она сразу возвращается. Вон пластинка эта. Да. А это? А это нет. Она сыромятина. Ну конечно. Made in Japan. Спасальником данной коробки. Он как будто его давануло немного. Чуть не за подлицо стоит, что ли. Да, он не до конца. Он не до конца вставленный. Ну, видать, его это они, скорее всего, не меняли сальник. Сальник Возможно. оригинал стоит, но его давануло чуть-чуть просто. А вот малышок что-то, смотри, какой-то Мокренький. мокренький. Да. Его менять придется, походу. Но Стружка везде металлическая. стружка металлическая, опилки. А тут этих сверлений. Ну, главное, что у нас вот эти крепежные все целые. Мгм. Все целое, нормально. Остальное ладно. Ну, нормально, ладно, чё. Чё, сальники тащу? Да? Сразу в колу. Кто не берет? Генс не берет. Этим надо, карбиком. Теперь можно. Нет, ты прям сверху его наноси, чтобы он стекал. Вот эту самую грязь. Ну, видишь, сразу отъедает карбик. Ну, судя по вот этому сальнику, все сухо. Единственное, что он чуть-чуть не на месте стоит. Немножко его надо еще под это вот
как будто мененный. Ну что, меняем оба сальника. Малышок достали, этот достали. Вот два сальника меняем. Ну что, все. Оба сальника махнули. Нормально. Поставили хорошо. Малышок теперь поставили тоже новый. Все, осталось сцепление. Будем ставить. Так, ставим оригинал. Все, как бы сейчас будем ставить коробку. Коробку поставили. Все на месте. Фишечки все подключаем. Оказывается, затягивать надо, да? Сам не знал. Не знал, что ли? Нет. М. Оказывается, надо. Точнее, не надо. Видишь, приехала же она как-то не на затянутую. Ну да. Не надо, наверное. Чем, блин? Лишнюю работу делаем просто. Так оставим. Ну. Так, ну что, ребята, пробег у данной Honda 186 тысяч километров 857. Начинаем калибровки. Собрали машину. Сейчас проверяю машину на ошибки. Будем сейчас все это дело калибровать. Лишь бы откалибровалось все нормально. Ну что, тачку откалибровали. Ни одной ошибки пока нету. Все нормально у нас. Сцепление новое. Поэтому чуть-чуть диски пованивают. Сейчас будут немножко. Но он должен притереться, диск. Абсолютно новая корзина стоит с новыми дисками. То есть мы там поменяли диски, новые поставили. И все это. Теперь будет это все у нас вот так вот. Надо будет обкатку пройти. В принципе все. Сейчас пункт калибровки будем проходить. Посмотрим, как машина поедет. Армен там протягивает все колеса перед выездом. Все проверяем. Ну и все, останется отдать клиенту тачку. Че, поехали? Все, Май. полетели. Че, газ? Газ, газ. О, она еще едет. Что там у нас? Снежок. Ага. Слушай, сцепление такое мягкое. Да. Ага. Сразу. Что ты колебал? Давай-ка. Опа. Прикинь, она только задом. А, вот, пошла. Твоя прикол. А ты на откате просто стоишь. Выдрачивается. Ага. Тихо. Она еще на калибровке стоит, поэтому. Да, возможно, ага. Ладно, что. Поехали. Надо жигануть его немножко. Потому что диски должны притереться. Они новые. Это не бэушное сцепление. В плане том, что ну сам корпус бэушный, но диски абсолютно новые. Поэтому можно сказать, что это новое сцепление с коробки. Все то же самое. А на новом сцеплении с коробки очень толстые диски стоят. Поэтому как бы сразу надо его прикатать. Хрена сегодня молоко какое прям. Да, Вообще ничего не видно, смотри-ка. Что-то около минус полтинник, что ли? Охренеть просто. Смотри, как переключается классно. Четную завершила. Ну вот, прикинь, как быстро. Ага. И переключается вообще без пинков. Не затягивает. Вот, сразу чик, пошла. Вот, все, прошли. Все. Быстро проходит калибровки. Это большая разница, между прочим, когда диски стоят
потертые уже наполовину, либо новые. Здесь получается быстро проходит калибровка, плавно проходит. То есть от дисков очень сильно влияет, от толщины дисков, как работает робот. Можно сказать, прикиньте, сейчас сцепление будет на нем такое же, как будто Новое. машина вот с салона только вышла. Ну, подшипник явно, конечно, бэушный, ну, то есть беганый. Ну Но да. корзина, толщина дисков просто хорошая сейчас. Поэтому эта разница большая. Я думаю, что на самом деле весь прикол в том, что когда стоят диски новые, тогда и страдает меньше именно этот сцепление, сам подшипник. Потому что когда диски наполовину источенные, ему трудно выжим делать. Подшипник больше выходит, чем на новом. Вот на новом ему надо буквально чуть-чуть выходить, чтобы выжим сделать. А на старых дисках больше он почти выжимает. наполовину, даже больше выходит. Из-за этого ресурс подшипника тоже уходит. Вот у меня вот такое вот впечатление, что вот когда диски новые, вот она и ходит до 100 тысяч примерно нормально еще тоже. Да. А бывает потом гореть начинает, когда его подожгешь сами диски. Вот в этом вот есть такой нюанс по хондам. Ну так, в принципе, нормально. Все калибранулось у нас, все хорошо. Все успешно. Ну, ротор там в гараже калибранем. Давай прокатимся. Все, машина на ЕВ абсолютно вся откалиброванная. Сейчас едет. Ни одной ошибки. Сейчас посмотрим, как переключается. Смотри, как она идет, вообще классно. Плавно, прям Плавно, очень так, чуть газ плавно. нажал, она пошла уже. И переключение не чувствуется А вообще. заметил, вот у кого сцепление уставшее, у них уже идет такое, что газ нажимаешь, она подтупливает Да, сначала. да. Потому Потом что им набирает. уже выжать надо и начать диски крутить. Да, у него получается ему больше времени надо выжить, Да, больше усилия надо. Потому что диск-то тоненький уже совсем. Здесь Короче, новый когда диск, диски он- новые, это круто. Там страдают меньше другие механизмы. Когда толстые диски, меньше страдает актуатор, меньше страдает вилка переключения, меньше страдает сам выжимной подшипник. И из-за этого как бы все это и работать начинает просто классно. Поэтому, ребята, обращайтесь. У нас есть новые прям корзины, которые мы восстановили. Мы можем вам поставить прям новое. Можем сделать даже по трейд-ину, в том плане, что вашу корзину забираем за какую-то остаточную стоимость и ставим вместо нее вам новую корзину абсолютно с новыми дисками. И как бы вы ездите спокойно. Ну, доплачиваете нам там за нее. По сути, как бы 60 тысяч рублей корзина стоит восстановленная. Допустим, 10 тысяч мы вам вашу корзину забираем, и полтинник нам доплачиваете, и в принципе мы можем ставить новые корзины. Так что вот так вот, ребята. Кому надо, кому интересно. Это выгодно, потому что новое сцепление стоит прям 240 тысяч рублей, а мы вам, считай, восстанавливаем намного-много дешевле. И вы катаетесь и кайфуете на новом сцеплении. Вот. Но это относится к тем, у кого пробеги примерно к 200 тысячам, даже больше. 250, 230 тысяч. У тех уже сцепы уставшие по-любому. Вот. Как бы обращайтесь, гибрид-центр Якутск рулит. Сделаем вам тачку. Все, в принципе. Души. Ну и что у нас по корзине? Смотрим диагностику после всей этой калибровки. 42-48. Расчетная температура муфт идеальная просто. Кайф. Калибровки все пройдены. Да, сцепление не греется. Все калибровочки прошли. Абсолютно все. Сейчас прокатились, смотрим. Все сухо. Это водичка, конденсат от воды, от снега. А тут вообще все по-сухому. Никакой жидкости тормозной, ни масла, ничего нету. Ну, через недельку надо будет все равно приехать, посмотреть.
На всякий случай. Просто убедиться. Или сами можете посмотреть. Вскрыть этот, как он, защитку. Отодвинуть и посмотреть. Не обязательно в сервис приезжать, можете сами глянуть. Ну, лучше